Улица Дюльбер, что в переводе с крымско-татарского «красивая», в микрорайоне Фонтаны, совсем не соответствует своему названию. Даже после небольшого дождя улицу размывает, подтапливает дворы и дома. Последний подарок стихия преподнесла жителям улицы Курбан-Байраму. Прошедшие в конце июля ливни нанесли большой ущерб жителям улицы Дюльбер. Вот фляги уже с освободившимся медом. Вчера ездили на мусорку, все это дело выливали, потому что мед непригоден к употреблению. Убыток, конечно, у меня колоссальный. Только по меду, вот я посчитал приблизительно, это 150 тысяч я потерял. После сильного ливня затопило подвал Ситосмана Аджимуратова, где хранились вещи, мебель, медогонка, инструменты. Вот, кстати, уровень последнего, скажем так, наводнения, а вот предпоследний. То есть любой дождь у нас затапливает подвалы. Вся рабочая часть, соответственно, была подтоплена. И теперь придется вызывать мастера, потому что котел уже в нерабочем состоянии. Котлу буквально год. Больше всего страдают жители домов у этого перекрестка улиц Эльмас и Дюльбер, потому что этот участок находится в низине. Ситуация усугубилась после асфальтирования дорог вокруг 44-й школы. Потоки воды и грязи стекают на улицу Дюльбер не только с верхних улиц Фонтан, но и с улиц микрорайона Акмечеть. Еще во время строительства этой дороги жители забили тревогу и обращались к дорожникам. На тот момент были непосредственно представители со стороны, скажем так, администрации, которая непосредственно делала заказ этой дороги, и непосредственно исполняющие службы. На мое устное обращение, как раз этот момент был после дождя, у нас также затопило, я даже на машине сюда не смог заехать. Они сказали: извините, проект уже узаконен, он исполняется, ливневок на протяжении 5 километров дороги, то, что они делают, нет и не будет. В итоге каждого, даже небольшого дождя, жители улицы Дюльбер ждут со страхом. Мы здесь уже сами, своими силами, не раз. Денег сколько мы скидываем, сколько мы это камни, щебни выспаем. Вы посмотрите, видно, что здесь когда-то был камень или щебень. Оно все уносится этим потоком, потому что поток не маленький, там, как Ситосман говорит, до 50 сантиметров оно достает. Все делается за счет средств людей, которые проживают на этой улице. Постоянно собираем средства, отсыпаем дороги, как определенные погодные условия, ливни, дожди, все как на пороховой бочке. Постоянно у всех затапливает, наносится ил, расчищаем за свой счет, то есть несем какие-то убытки. По словам жителей, во время дождя уровень воды здесь достигает 50-60 сантиметров. Они неоднократно обращались в администрацию города, в службу автомобильных дорог. Но каждый раз получают только отписки, которых скопилось уже немало. Неделю назад глава администрации крымской столицы Елена Проценко побывала в микрорайоне Акмечеть, чтобы увидеть состояние дорог после дождей. Она назвала улицы массива полосой препятствий, но до улицы Дюльбер на Фонтанах Проценко не добралась. Хотя жители уверяют, много раз обращались на горячую линию и оставляли свои контакты.